Сейчас в республике в числе нуждающихся в улучшении жилищных условий 519 семей. В их числе 451 семья, получившая в соответствии с постановлением правительства России от 30 апреля 1997 года компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тысяч рублей. По словам главы региона, в данный момент федеральным законодательством не введено новое правовое регулирование по вопросу продления срока действия статуса вынужденного переселенца данной категории граждан, что ограничивает возможности решения проблемы. Махмуд Али Калиматов поручил Миннацу 1 марта представить полный перечень предложений по урегулированию препятствий, возникающих на пути помощи нуждающимся гражданам. Люди, 177 квартир построенных, да? Да, не построены. И они не могут их получить, потому что какой-то чиновник, вот он до Нового года проект какой-то нормативный акт готовит. Им сколько ждать еще, этим людям? Если 40 тысяч, 60 или 120 получили люди, и им не продлевают статус вынужденного переселенца. Я так правильно понимаю, да? Да. Не продлевают им. Значит, для этого нет законных оснований. Обратиться в наш парламент. У них есть законодательная инициатива, они имеют право на это. Не надо ждать. Парламент у нас вот сбоку. Идите к председателю парламента, сформулируйте. У них юротдел есть. Сформулируйте, какая инициатива должна быть идти в Государственную Думу. Ну, людям дайте ответ, да или нет. Доложить сроки, установить. Но прекратите людей мучить. Сколько лет это тянется? Посмотрите, что говорит президент на послании. Здоровье нации, дети. А вы посмотрите, сколько там детей. Я не посмотрю на ваши чины и должности. Вы мне вот это вот, я сейчас посмотрю, я сейчас найду, не надо говорить. Четко знайте предмет совещания. И четко дайте ответ до 1 марта мне. Результатами, конкретными. Формулируйте все нормативные документы, депутатский корпус привлекаете. От меня указание прямое. Заняться этим вопросом и мне решить его или положить расклад такой, почему нельзя в этой части что-то сделать. Но то, что мы обязаны и можем, мы должны сделать. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что к началу весны ждет от всех ответственных лиц четкой картины. Что сделано за это время, какие проверки проведены. Это живые люди. Они каждый день и утро просыпаются, и у них нет жилья. Если вы об этом не будете думать, а для кого работаем-то? Для кого? Пока мы не ответим на все их вопросы, и пока люди заслуживают, которым положено, не получат жилье, спокойно жить я вам не дам. Надо выслушивать людей. Людям надо идти навстречу. Поможете хоть одной семье, 3 семьям, 1 ребенку, 1 матери детей. Вы уже сделаете много перед Всевышним и перед людьми. И свои должностные обязаны выполнить. Но поэтапно, пошагово надо идти. Может быть, сразу вот не получится, но вот что возможно. Если под сомнение в этих списках люди, какие люди, если есть, сведения министерство вам подает. В действительности, если человек ненадлежащий собрал документы, мягко скажем, лукавит с этими документами, это одно. А люди, которые доведены до истощения, значит, давайте-ка в первую очередь разберитесь со списками. А отдельные личности, которые хотят наживиться на беде, с них надо спросить. И не говорите мне, что нельзя порядок навести. Вот министр, он ответственный человек. И не будет никаких, ни по блату, ни другой очереди, ни там дядя пришел, ни там начальник позвонил, еще что-нибудь. В завершении встречи руководитель региона еще раз призвал всех собравшихся приложить максимум усилий, чтобы люди получили четкий ответ, имеют ли они право на получение жилья или нет. И если имеют, то семьи по мере возможности должны быть переселены в новые квартиры. Хадис Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.